Мекендештер, салам алейкум, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, таксисттер 2026 жылдан баштап только российский такси менен айдоого туура келип калат. Российский машина менен бул маалым көпчүлүктөргө. Андан кийин дагы бир айта кетиши көп мекендештер таксини арендага алат, ижарага. Күнүнө 1,5 миңден баштап 3 миңге чейин очойт акча төлөйт, дагы жөн эле пустотага эле кетире берет. Ошонун ордуна азыр корона приложениясынан жаңы лизинг деген система чыкты. Бир күндө Кыргызстандын жараны болобу, Россиянын жараны болобу, айырмасы жок. Чет элдик жаран болобу, 15 мүнөттө машинени алып, ошол арендага төлөгөн акчаны эле лизинг катары төлөп алсаңыздар болот. Буга чейин бир нече мекендештер ошо корона лизингден машинени алып айдап жүрүшөт. Анан кийин биз дагы азыр дос балабыз менен бир таксопарк ачабыз деп ниеттенип аттык элек. Ошого дагы бир нече машинени карап, ошо корона лизингден одобрение алып, Кудай буйрса бир нече машинени линияга чыгаралы деп ниеттенип атабыз. Азыр салонго барабыз, баарын көрсөтөбүз. Колдоно бериңиздер, пайдалана бериңиздер. Ну, на самом деле, это вам, да, сейчас я рассказываю? Да. Значит, это Chery, да, понятно, что они мало чем отличаются. Tennet — это новое название, это российское производство. Это то, что будет производиться в Калуге. То есть вы теперь будете обходить, то есть эти машины будут ездить на такси? Классно. И такси с 26-го года, да, и мы будем обходить, ну, скажем, не мы, а китайские производители будут обходить все санкции, да, которые... Еще китайцы молодцы. Да, предпринято. Да, все, они сейчас поехали. Следующая партия, вот именно корпоративная для Корона лизинг, у нас тоже поедет. Внешние автомобили по комплектациям ничем не будут отличаться, только, да, у них на решетке радиатора будет теперь аббревиатура Tennet вместо иероглифов Chery, вот как здесь, да. Да. Не, на самом деле машина крутая, я вот на таком ездил. Это новая. Только я езжу на Exide. Да. Это одно и то же практически. Ну, это тот же концерн, да? Exide, да, Chery, Xlantic сейчас они, да, делают такую тоже аббревиатуру. Тоже, кстати, у вас Exide, теперь Exide — это Xlantic. Xlantic, понятно. Да. Все. Просто название меняем и дальше катаемся. Да, это уже новая модель. Они сделали более удобные кресла. В предыдущем Chery были другие кресла. Ну, соответственно, салон сделали более таким, да, смотрится красиво. Они сделали поддержку боковую. Мне кажется, салон дальше побольше, нет? Пошире. Пошире, да? Да, что-то... Сиденье, да, пошире. Заметно. Большой экран. Да, они сделали его немножко, да, таким овальным, да, чтобы солнце, да, когда падает, у вас не светило, да, не затмевало этот экран. Лена, а вот по короне много обращается? Да. Достаточно много, да? Да, именно на семерке. То есть вообще вот эту модель в Корона лизинг очень сильно полюбили клиенты. Мы заказывали 20 машин за меньше, чем за месяц они уехали. И если бы Корона лизинг больше заказывал, он бы уезжало больше. Вот мы сейчас уже 2 недели без машин для Корона, и клиенты, да, в ожидании Корона лизинг. Вот ждем партию Tennet уже по Короне. Но мы сейчас тоже как раз для своего таксопарка, скорее всего, вот у Корона лизинг у нас одобрение есть, возьмем. Ух ты. Соответственно, как раз таки, пользуясь моментом, я рекомендую для всех наших соотечественников купить машину, то есть взять в лизинг, нежели брать его в аренду. Потому что, опять же, 1,5-2-3 тысячи они ежедневно платят и практически никуда. Конечно. Тем более без гражданства можно будет получить его паспортом Кыргызстана. Тем более, как это все быстро делается. У нас все лизинговые менеджеры, которые для юрлиц продают, просто все сидят и в шоке. Сами клиенты, да, они не могут поверить, что, ну, в худшем случае за час, в лучшем случае за 15 минут они уезжают. За час они уезжают, это только если машину надо помыть и на мойке очередь, а так... И здесь вот, что самое прикольное, машина оформляется на человека, то есть на гражданина, иностранного гражданина. Да, сразу. Машинаны өзіңөргө алып алсаңар болот экен. Вот. И в чем еще большой плюс, вот в комплектациях Prime, которые начали, да, брать Корона, очень многие клиенты обращают внимание на люк. Если вы посмотрите вверх, да, на панорамную крышу, да, вместе с люком, сразу автомобиль, да, такой приобретает более богатый, такой роскошный вид. Да, кстати, у меня нету Exide. А их раньше не было в комплектации, да, то самые первые машины, которые были, они были без панорамной крыши. Здесь уже очень красиво, это как у BMW, да, практически. Это у BMW как. Да, у BMW как Tennet. У Chery Tennet, да. Ручка удобная, да. Салон более эргономичный, да, он более повернут в сторону водителя. Все опции, да, и все кнопки под рукой. А стоимость этой машины так в целом?
с учетом лизинга? Если мы говорим с учетом, Или без учета лизинга? без учета лизинга в районе 3 миллионов. Но сейчас цена 2 920, ну, соответственно, она может повышаться и зависит от комплектации. Комплектация есть чуть пониже, и есть максимальная комплектация ультра. Не очень пользуется спросом, потому что не все готовы вот эти дополнительные опции, не всем они важны и нужны. Как бы клиенты обращают внимание на удобство салона, да, на то, что был весь зимний пакет, это все здесь есть комплектация. Ну и, конечно, панорамная крыша, да, которая вот дает такой роскошь. Да. Надо еще сзади посмотреть автомобиль, да, посмотреть, как удобно ли, а здесь точно удобно, для задних пассажиров. Нет, здесь очень комфортно. Вот у меня примерно рост 1,79 м, практически вот. Да, здесь надо посмотреть, что у вас большое расстояние над головой, да, идет. И она на самом деле шире стала. Она стала, да, по салону пошире и поудобнее за счет других сидений. Они сделали новые сиденья. Багажника. Давайте посмотрим. Ну, китайцы в этом плане вообще молодцы. Багаж, комплект шины есть. Да, полноразмерные, да, ключи все есть, ну, то есть они, если вдруг что-то случается, да. Так, ну, закрыли здесь, сумку убрали. Вот так, да. Вот здесь. Вот так. Вот все. Салон отличный, багаж отличный. Так, пока что мы продаем только летней резиной, да? Потом зимой, возможно, будем. Да, это уже будет от Короны. На самом деле, предыдущий, когда был зимний период, мы продавали зимней резиной. Да, настала у нас весна, соответственно, партии пошли без зимней резины. Ну что, мекендештер, учурдан пайдаланып, дагы бир жолу ошо Корона лизинг рахмат. Азамат биздин көп мекендештер арендага ижарага машинаны албай эми өзүнүн сатып алып туруп, өзүнө эң негизгиси өзүнө оформление болот экен. Ошону айдап арендага деле жөн эле акча кетире бербей. Ошондой эле жана ипотека боюнча батирлерде, квартиралардагы аренда төлөп 5 жыл, 10 жыл жашап жүрөбүз, аренда төлөйбүз, анын ордуна ипотека алып койсок кутулуп калмакпыз да, машина деле ошондой. Ну, наши соотечественники уже берут, вот поэтому хотели сами тоже убедиться и сами, скорее всего, возьмем на организацию несколько машин. Я думаю, вы не пожалеете, да, потому что пока, вот, кто определяет, да, качество автомобиля? Нас определяют это таксисты, потому что у них самые большие пробеги, у них самая большая эксплуатация автомобилей. И новые семерки L, да, Tennet и Cherry, ну, Tennet сейчас еще пока не брали, но Cherry. Это вот Pro. 7 Pro, да, по-моему? Вот Pro Max. они были 7 Pro Max. Сначала они были 7 Pro, да, просто, потом стали 7 Pro Max, а сейчас они стали 7L. То есть сейчас здесь, видите, T7, еще буковка L у них, да, ну, в Tenet ее просто, она отсутствует. Это самая рестайлинговая, самая последняя модель, да. Здесь уже двигатель идет 1.6, до этого шел 1.5, и коробки сейчас роботы, до этого шли вариаторы. Роботы себя показали более надежными, вот по перепробегам, которые есть в такси, таксисты радуются, таксисты ждут Теннеты, вот, и по ним мы как раз определяем качество. То есть, ну все, таксисты больше не переживаем, значит, российское у нас производство практически есть в Калуге. Да. Наше отечественное поддержим. Сулем, вам большое спасибо. Ну, даст Бог, уже мы в скором времени оформимся, поездим и пустим свои машины по таксопарку. И не раз, я думаю, с вами еще увидимся. Будем рады вас видеть. Спасибо. Все хорошо.